Добрый вечер. Сегодня 17 сентября, 568-й день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В эфире «Заман». Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против 400 физических и 90 юридических лиц, ответственных за агрессию против Украины. В перечень вошли губернатор Севастополя Сергей Миняйло, глава российской администрации Евпатории Андрей Филонов, член Совета Федерации Федерального собрания России от Крыма Сергей Цеков, председатель Заксобрания Севастополя Алексей Чалый и экс-вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалиев. Кроме того, в список вошли два крупнейших в Крыму банка – РНКБ, Российский национальный коммерческий банк, и Генбанк. Указ президента распространяет санкции также в отношении 41 журналиста. Нью-Йоркская международная организация «Комитет защиты журналистов» это решение осуждает и называет его неадекватным. Министр информационной политики Украины Юрий Стеть пообещал исключить из санкционного списка ряд журналистов, которые придерживаются стандартов. Верховная Рада поддержала реструктуризацию государственного долга Украины. За проголосовало 309 депутатов. Еще больше голосов 340 отдали за изменения в госбюджет. Поправки предусматривают повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Детали в сюжете. В парламентской зале правительство в полном составе. На трибуне министр финансов Наталья Ереська. Именно она договаривалась с кредиторами об условиях реструктуризации государственного долга. Убеждает, сделала все, что могла. Почти 4 миллиарда долларов кредиторы списывают. Первые 5 лет долг Украина не будет отдавать. Следующие 5 – 1% от ВВП. Через 10 лет, если украинская экономика будет хорошо расти, кредиторы смогут получить 40%. Якщо буде реальний ріст ВВП України 6% реально кожного року, від сьогоднішнього, від наступного, наприклад, до 40-го року, у нас буде по 6% ВВП рівень трильйон американських доларів. 1 трильйона, трошки більше. Представители блока Петра Порошенко, Народного фронта и самопомощи заявили, законопроекты поддерживают. Больше всего критики от Батьківщини. Ми сьогодні будемо приймати рішення, яке боргове навантаження, який борговий зашморг ми не тільки зараз на країну візьмемо, а що ми залишимо нашим дітям, а частково дехто і онукам. Защищать законопроекты берется премьер Яценюк, вспоминает Тимошенко, газовое соглашение с Россией. Я добре пригадую, коли декілька років тому підхіхоньки були підписані угоди, які принесли 16 мільярдів збитків Україні вже сьогодні. Цих 16 мільярдів країна заплатила зі збитків і з кредитів, які ми понабирались, а зараз повинні їх віддавати. Дальше голосуют. 309 депутатов поддерживают. Голосует и Батьківщина, и Радикальная партия. Український парламент продемонстрував коаліційному уряду, причому всі депутати, всіх фракцій і груп, що ми є надійними партнерами уряду. Воодушевленный таким единством депутатов, Владимир Гройсман предлагает голосовать за отставку вице-премьера Ващевского и министра здравоохранения Квиташвили. Они написали заявление по собственному желанию. Вице-премьера увольняют, а Квиташвили нет. Депутаты 4 раза голосовали, но так и не собрали голосов. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Верховная Рада дала согласие на арест Игоря Мосейчука, депутата радикальной партии Олега Ляшко. За такое решение проголосовали 262 депутата. Силовики в сопровождении сотрудников СБУ вывели Мосейчука из здания Рады. Перед этим в парламенте выступил генеральный прокурор Виктор Шокин. Продемонстрировал видео, на котором Игорь Мосейчук якобы требует взятки за различные услуги. Сам Мосейчук в кулуарах Верховной Рады заявил, что видеозапись, на которой он берет взятку, смонтирована и неправдива. Владимир, по Переяслав-Хмельницькому. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий? Діалог дуже простий. Партія йде на вибори, треба гроші. Помагайте партії, партія допомагатиме вам. Я сказав, що зроблю завтра, буквально вже буде все забере.
В Крыму откупорили бутылку 240-летнего вина для Путина и Берлускони. Прокуратура АРК открыла уголовное производство. Ущерб оценивается более чем в 2 миллиона гривен. Генеральный директор Массандры Янина Павленко лично распечатала для известных политиков одну из бутылок уникального коллекционного вина урожая 1775 года, которое привез в Крым из Испании сам основатель Массандры граф Михаил Воронцов. Стоимость бутылки такого вина по разным оценкам составляет от 100 до 150 тысяч долларов. Прокуратура вважає, що цими діями незаконно назначеного директора так званого державного підприємства «Массандра» Ніни Павленко в державі Україна, оскільки це фактично є національне надбання всього українського народу, а не лише «Массандри». Державі Україна, українському народу спричинена шкода у особливо великих розмірах. І відповідно до вимог Кримінального кодексу нам було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 5 статті 191. Тобто привласнення майна в особливо великих розмірах, а саме цього вина. 3 сотрудников скандальной парикмахерской в Симферополе вызвали на допрос в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. По словам парикмахера Рустема Сиитова, 3 дня назад ему позвонили из управления и сообщили, что на него и еще 2 сотрудников крымских татар поступила жалоба, якобы они занимаются экстремизмом. Рустем попросил повестку, но документ до сих пор не выслали. От кого жалоба, тоже не уведомили. Сотрудники уже написали заявление об увольнении. По их словам, жалобы, с которыми они обратились месяц назад в прокуратуру и другие инстанции, пока рассматриваются. Из-за языка, получается, татарского языка, что я не имею права разговаривать, и при этом все это так предоставлять, что в экстремизм, это вообще, я не знаю, я даже и не знаю, что это такое экстремизм, честно сказать. Я не знаю, люди до такой степени, может быть, агрессивными, что аж дальше в экстремизм это все записать. Пророссийские крымские татары проведут акцию на крымской границе как знак протеста против блокады полуострова. Об этом заявил председатель межрегионального общественного движения «Крым» Ремзи Ильясов. Он уверяет, большинство крымских татар хотят посетить крымско-украинскую границу, чтобы выразить свое недовольство тем, кто будет препятствовать поставкам продовольствия на полуостров. Также крымский политик заявил, что лично примет участие в этой акции. Блокада Крыма начнется 20 сентября в полдень. Вы знаете, что я практически во всех регионах бываю и встречаюсь с людьми, и когда вот такие заявления начинаешь обсуждать, как вы на это смотрите, абсолютно отрицательное отношение. Абсолютно отрицательное отношение. Более того, я хотел бы вам сказать, что даже в этих встречах вот люди подходят и говорят, если можно, говорят, мы сами туда пойдем на границу и скажем ему, что это нам не надо, и не надо вести так, подавать свои собственные, как говорится, мысли, как будто бы от имени всего крымско-татарского народа. Я больше вам скажу, что и на территории Херсонской области крымские татары, они не поддерживают вот эту идею. В аннексированном Крыму резко подорожал картофель. Его стоимость за неделю выросла в 1,5 раза. На Симферопольском привозе цена за кило картошки доходит до 30-35 рублей. В конце прошлой недели ее максимальная стоимость не превышала 20 рублей. Рост цен специалисты объясняют увеличением спроса на картофель. Это связано с тем, что оптовики сейчас массово закупают овощи для дальнейшей реализации зимой. Кроме того, продавцы считают, что на ситуацию повлиял ажиотаж из-за предстоящей блокады полуострова 20 сентября. Очень огромная цена. Но нашей крымской не выращивается столько картошки, чтобы был потребитель много нам на Крым. Если Украина будет завозить, будет дешевле, не будет, будет дорогая. Дорого, конечно, 35 рублей. Дорого? Не хватает, ребята. 8 тысяч пенсия. Это вообще чересчур. В Симферополе началась подготовка территории для строительства главного мусульманского храма в Крыму – соборной мечети Джума-Джами. На месте будущей святыни представители муфтиата вместе с архитекторами и строителями прочитали молитву за скорейшее открытие Дома Аллаха для верующих. По данным авторов проекта соборной мечети, при строительстве культового сооружения будет использована железобетонная конструкция, поэтому собранные на участке камни будут использованы для возведения других мечетей в Крыму, в том числе для мечети в селе Молодежное, микрорайоне Ахмечеть в Симферополе и для мечети в Сакском районе. В 2008 году крымские татары начали акцию по сбору строительного материала для соборной мечети.
Минарет средневековой мечети Шукуралла-Эфенди может рухнуть в любой момент. Об этом сообщили в администрации евпаторийского предприятия «Малый Иерусалим». Экспертная комиссия в этом году закрыла доступ к мечети. Есть риск того, что из-за обрушения могут пострадать как посетители, так и еще один уникальный памятник архитектуры – Текия Дервишей. Разрушенная верхушка, выпавшие камни, трещины, стянутые стальными скрепами. Так выглядит минарет мечети Шукуралла-Эфенди, расположенный на территории архитектурного памятника Текие Дервишей в Евпатории. Уникальный объект в плачевном состоянии уже не одно десятилетие. И во время плохой погоды, шторм, ветер, сильные дожди, минарет просто качается. Неоднократно комиссия выводила вердикт о том, что этот минарет нужно реставрировать, то есть ее разобрать и собрать заново. Но для этого нужны деньги. Деньги, по обещанию Аксенова, вроде выделены, но до сих пор ни денег, ни начала работы мы не видим. В начале года экспертная комиссия закрыла доступ к аварийному объекту. Минарет может упасть. Летом угроза меньше, а зимой вода замерзает и разжимает кладку, рассказывают сотрудники унитарного предприятия «Малый Иерусалим», на балансе которого и находится мечеть с минаретом и Текия Дервишей. По словам хранительницы обители Алифеи Яшлавской, если раньше наклон минарета был 3 градуса, то сейчас уже 12. Минарет мечети Джума-Джами наклоняется, посмотрите, верхушку, в сторону Текие. И если этот минарет в случае обвала упадет на Текие, мы потеряем памятник уникального значения, которому нет аналога на всей территории бывшего СССР. Нам история не простит, если мы потеряем Текие из-за разрушения минарета. При этом, сообщили в Малом Иерусалиме, деньги на аварийные работы есть. По федеральной целевой программе предусмотрено 35 миллионов рублей. Между заказчиком работ, администрацией Евпатории и главным распорядителем денег, Госкомитетом по охране культурного наследия Крыма, даже подписано соглашение о их выделении. Но загвоздка в том, кто будет делать проект реставрации и заниматься как аварийными работами, так и самой реставрацией мечети. Насколько нам известно, в Крыму нет фирмы, имеющей 2 лицензии сразу и на проектирование, и на реставрационные работы. Поэтому, скорее всего, это будет не крымская фирма. Но все может измениться. В администрации предприятия предполагают, что освоить эти деньги в этом году нереально, но надеются, что их оставят в программе на следующий год. В Верховной Раде Украины представили книгу Надежды Савченко, которую она написала во время голодовки в российском СИЗО. Деньги, вырученные сегодня от продажи этой книги, говорит сестра Надежды Савченко, передадут в поддержку других украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах. Книга «Сильное имя Надежда» рассказывает о жизненном пути летчицы, ее участии в миротворческой операции в Ираке, а также об участии в антитеррористической операции. Я не буду її хвалити, мабуть, хоча просто я не дивувалась, я знала, і для мене тут нічого дивного, але справді книга легка, позитивна, піднімає настрій, хоч через горіч. Читаєш з присмаком гіркості, але смієшся крізь сльози. Вооружитесь правдой. Памятные мероприятия с таким названием, посвященные 15-й годовщине со дня убийства Георгия Гангадзе и всем погибшим журналистам, прошли в разных уголках мира. В Украине акции организовали в Киеве, Краматорске, Николаеве, Мариуполе и Харькове. Кроме того, украинские журналисты, которые сейчас находятся в Праге, также не забыли почтить память коллег, которых убили за правду. Навіть там далеко від України ми будемо нагадувати і не будемо втомлюватися в чергове нагадувати, що людина загинула за свою правду, за своє слово, і справжні вбивці мають обов'язково бути знайдені. Переселенцы из Крыма пытаются найти свое место во Львове. Некоторые из них достигли успеха в ресторанном бизнесе. С ними общались наши корреспонденты.
Руслан Аблемитов переехал с семьей из Крыма после аннексии полуострова. Решил создать островок Родины во Львове. Год назад открыл кафе крымско-татарской кухни. Говорит, в городе в то время не было заведений халяль. В нашем кафе крымско-татарские блюда представлены. Картины, как вы видите, крымско-татарские. На экране телевизора пейзажи Крыма, которые напоминают и нам вдали от родины о своей земле, и присутствующим, которые, я имею в виду из местных, которые не имеют возможности пока приезжать в Крым. Музыка и, естественно, радушный теплый прием со стороны персонала. Кафе напоминает посетителям Крым. Среди них переселенцы из Крыма, местные жители и туристы. Так, я раніше не бачила таких кафе, а сподобалась мені кримсько-татарська кухня ще в Криму, і я з задоволенням сюди ходжу. Очень вкусно. Какое блюдо заказали? Заказали манты, заказали лагмаш. Вкусно. Повар Зеня научилась готовить блюда крымско-татарской кухни. Перші дні я придивлялась до тих стравів. Руслан мені все показував, як готувати. Трошки відрізняється від наших страв. Дуже смачні янтики. Це такі, як наші чебуреки, тільки вони обжарюються на сухій сковорідці, потім змащуються маслом, і вони дуже смачні. Кафе «Бахчисарай» Эльмиры Граловой и ее сына открылось позже, но стало крупнейшим во Львове. Хотя был момент, когда владельцы хотели его закрыть. Очень много сложностей было. Проблемы с некоторыми местными жителями, безденежье. Но я сама себе сказала, как это так? Здесь был Бахчисарай, а теперь его не будет. Поэтому мы, прилагая немало усилий, привели кафе в такое состояние. По словам Эльмиры, в заведение приходят в основном местные жители. Я другий раз, і мені дуже подобалося. Особливо дуже смачний салат Бахчисарай. І взагалі обстановка дуже приємна. Владельцы заведения сейчас работают над интерьером, хотят добавить крымско-татарского колорита. Помогает им в этом постоянная посетительница кафе, переселенка из Донецка. Подружились мы около года назад, приходили в кафе, очень нравились нам блюда татарской кухни и раньше, и сейчас. Потом попросили меня друзья помочь с дизайном кафе. Несмотря на ремонтные работы, кафе работает и принимает посетителей. Лилия Зенедин, Асан Иминов, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.